Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Равиль Загидуллин – это один из ведущих мастеров изобразительного искусства нашей республики, который уже более 40 лет активно работает как живописец, график, как мастер декоративно-прикладного искусства, являя пример высокопрофессионального творчества и преданности одной большой теме – истории и культуре татарского народа. Творческий путь Равиля Загидуллина, с одной стороны, типичен для советского художника. Он учился в Казанском художественном училище, окончив его, преподавал рисование в детских художественных школах в республике, в городе Мамадыш, в школах Казани. Уже в годы учебы начал участвовать в выставках, затем стал членом Союза художников, стал работать в художественном фонде Республики Татарстан. Вроде бы совершенно обычный типический путь. С другой стороны, вот этот путь он мог совершить, наверное, только вот как раз в ту эпоху, в которой он родился и формировался как художник, то есть в эпоху перестройки, в эпоху смены, так сказать, общественно-политической формации в 90-е годы, когда вот эта его любимая тема, тема истории, культуры татарского народа, раскрываемая им от древних времен до современности, стала вызывать очень большой интерес и стала возможной раскрываться художникам не через какие-то идеологические такие нагрузки, что было характерно для советского периода, когда вот только начинался творческий путь художника, а исходя из тех страниц истории, которые в какой-то степени замалчивались, в какой-то степени стали открываться в 90-е, 2000-е годы через многочисленные и углубленные исследования наших ученых. Художник смог раскрывать эту тему не только через академические нормы реалистического искусства, что было обязательно для художников, прошедших вот профессиональную подготовку, да, в советское время, но и вырабатывать свой индивидуальный творческий стиль, основанный на разных традициях, на разных приемах. Я о них сейчас расскажу более подробно. Да, и вот это мое вступление важно понять тоже правильно. Это не значит, что в советское время не было национальной темы, она тоже была. Она тоже активно развивалась в национальных республиках, в искусстве национальных республик, не только у нас в Татарстане, но и в других. Вот, но там был некий уклон, некий крен идеологического такого давления. А вот, так сказать, наша эпоха позволила художникам раскрываться по-новому, по-своему. И надо сказать, что вот творческая деятельность Равиля Загидуллина, она начиналась параллельно его учебе в Казанском художественном училище. Уже с 1982 года, то есть еще будучи студентом, он уже начал выставляться на выставках разного уровня, начиная от городских, республиканских, зональных и так далее. А в 90-е годы уже стал выставляться на международных и зарубежных выставках. Это тоже вот как бы некая привилегия как бы новой нашей эпохи, что художники получили выход вот на такую международную арену. В 90-м году Равиль Загидуллин стал членом Союза художников России, регионального отделения, а в 2012 году он стал членом Творческого союза художников России, тоже его регионального отделения. Ну и вот этот интересный творческий путь, продолжающийся уже несколько десятилетий, естественно, был отмечен и живым интересом зрителей, профессионалов, потому что художник, в общем-то, сразу заметили и искусствоведы, и музейщики, и уже в 80-е годы, а в 90-е и ученые, и общественные деятели. И не случайно произведения Равиля Загидуллина выставляются не только в галереях, музеях, в каких-то выставочных залах, но сопровождают очень многие издания исторического характера, посвященные вот культуре, истории нашей республики. Вот эти достижения художника были отмечены целым рядом творческих и государственных наград. И в 2014 году Равиль Загидуллин стал лауреатом премии Министерства культуры Татарстана имени Баки Урманче.
В этом же году, в 2014, он стал заслуженным деятелем искусства Республики Татарстан. А в 2016 году был награжден премией Российской академии художеств и правительства Республики Татарстан имени Николая Ивановича Фешина. Повторюсь, что уже в начале самостоятельного пути Равиль Загидуллин определился с выбором художественного метода. Этот художественный метод основан на сочетании академической школы, реалистической школы, умении выстроить и линейную, и воздушную перспективу, выстроить правильно композицию, добиваясь тех задач, решения тех задач, которые он перед собой ставит. Композиции у него и статичные, когда он хочет передать покой и стабильность, и динамичные, когда он хочет передать какие-то бурные и подчас трагические события. И в то же время это и очень крепкий, хороший академический рисунок, который позволяет художнику решать широчайший спектр задач. И в то же время вот эта реалистическая основа у Равиля Загидуллина соединяется с приемами импрессионистической и постимпрессионистической живописи. И вот даже хочу прочитать цитату одного из наших известных искусствоведов Розалины Шагеевой, которая со свойственной ей образностью мышления называет Равиля Загидуллина прародителем стиля подлинного национального импрессионизма, адекватного татарскому мелизму мон, близким по звучанию звукам флейты, гобои и древнего фольклорного певца. И нельзя не согласиться с двумерной, действительно, работы Равиля Загидуллина как будто звучат, и хочется не только смотреть, но еще и слушать. В то же время хочу отметить, что к импрессионистам и их последователям манера Загидуллина, с одной стороны, близка по формальным признакам, потому что он накладывает краски подчас отдельными мазками, практически правильной круглой формы, иногда продолговатыми мазками, чистыми, не смешанными на палитре красками, которые в соответствии с оптическими эффектами, с законами оптики должны смешаться в глазах зрителя. Да, это вот такой импрессионистический подход. Но с другой стороны, в отличие от импрессионистов, художник ставит перед собой другие задачи. Он использует вот эти оптические эффекты не столько для передачи изменчивой световоздушной среды, мимолетных впечатлений, что было характерно для импрессионистов, да, сколько для создания такой фактурной, очень декоративной живописной поверхности, словно отражающей переливы самоцветов татарских ювелирных изделий, полихромии, татарского искусства вообще, орнаментальность, присущая татарскому искусству. То есть он очень национальный художник, не только по теме, но еще по живописной манере, что на самом деле очень важно, очень дорого стоит. Ведь напомню, что у татар по сути, до 20 века не было живописи как таковой, да? Не было изобразительного искусства. Религиозные запреты по изображению человека и животных у татар соблюдались очень-очень строго, в отличие от многих других мусульманских стран. И Равилю Загидуллину, который шел вслед за целым рядом своих предшественников, художников, живописцев, и графиков, и скульпторов 20 века, выпала на долю, на творческую его судьбу такая важная миссия формирования татарского изобразительного искусства, национального в своей основе, не только по содержанию, но и по своим художественным методам. Да, отмечу, что, наверное, такой первый успех как художника Равиль Загидуллин испытал на такой знаковой для нашего искусства выставке 1986 года, посвященной столетию со дня рождения Габдуллы Тукая. На ней наш художник выставил серию работ воспоминаний о Карлае, который буквально поразила публику своими разнообразными качествами, и темой, и своеобразием ее решения, и удивительной этой манерой живописной, в которой внимание к деталям,
выписывание вот самых мелких деталей и пейзажей, и предметов быта, и одежды сочетается с удивительно цельными художественными образами, которыми удается создать художнику. И надо сказать, что именно вот в миниатюрных форматах, ну почти миниатюрных, в этих миниатюрных форматах другой наш известный искусствовед Дина Каримовна Валеева увидела тоже вот это вот национальное качество творчества художника. И тоже хочу вот прям процитировать. Увидела в этом особенность татарского традиционного искусства, то есть невеликими размерами, как она пишет, изделий, вышитых платков, полотенец, шамаилей, которые приучали глаз зрителя к созерцанию малых форм, композиций, к тщательному разглядыванию узоров и украшений. И вот Равиль Загидуллин, по ее словам, вольно или невольно уловил эту сторону психологии татарского народа и в его отношении к искусству и воплотил в своем творчестве. И очень удачно, что вот экспозиция живописных произведений Равиля Загидуллина в Хазине, в галерее Хазине, дополняется предметами татарского декоративно-прикладного искусства, которые представлены в витринах. Это и ювелирные изделия, это и вышитые татарские полотенца, это и ичиги, это и керамика, это и деревянная резьба, это и книги и так далее, и так далее. Все это служит своеобразным камертоном к выставке вообще и к творчеству художника в целом. Как бы такое созвучие гармоничное вот этих предметов прикладного искусства и произведений, я думаю, каждый из вас почувствует, увидит и услышит даже. Да? И хочу сказать, что на самом деле вот где-то уже в 2000-е годы, наверное, в 90-е, в конце 90-х, манера художника немного изменилась. Вот здесь вы видите эти работы. Она стала более гладкой. Художник как бы ушел вот от этих импрессионистических приемов или стал их применять реже, как бы так локально для передачи там, цветистости лугов, пышности деревьев, густоты лесов и так далее. Но мы, тем не менее, все равно и в этих работах узнаем руку Равиля Загидуллина. Безошибочно мы видим, что это один и тот же художник, который просто применяет разные художественные приемы. Потому что вот в основе своей художественная система осталась та же. То есть вот это вот сочетание реализма с декоративизмом, ну и сама тема, она тоже заставляет нас безошибочно угадывать руку Равиля Загидуллина. Ну и хочу сказать о том, что вот все эти многочисленные работы, здесь, конечно, только часть произведений, созданных за эти десятилетия, представлена. Вот эти многочисленные работы условно можно разделить на 3 большие цикла, которые соответствуют 3 эпохам истории татарского народа. Это цикл, связанный с древнебулгарской историей, это цикл, связанный с Казанским ханством, и цикл, который условно художник назвал «Наша деревня», и по сути он посвящен вот тому традиционному быту татарской деревни, вообще татарского народа, который сложился к XIX веку, по сути, ну, вплоть до конца до начала XXI века продолжал сохраняться в жизни и в укладе татарской деревни, татарского народа. И многие из вас, особенно люди старшего поколения, наверняка, глядя на вот эти сельские пейзажи Равиля Загидуллина, узнают деревни своих бабушек, там, тетушек, своих родственников, в которых наверняка каждый из вас бывал. Но вот, к сожалению, современная молодежь может только какие-то отголоски, наверное, подчас этой традиционной деревни увидеть, потому что современные материалы, современные формы, к сожалению, вытесняют этот традиционный деревенский дом с его
резьбой, с его полихромной раскраской. И вот Равиль Загидуллин в своих работах как будто вот сохраняет идеальный образ татарского мира, причем вот как бы вот разных его эпох, и как будто бы хочет ставить его сохраниться, вернуться, и ведь на самом деле это возможно сохранить этот традиционный уклад, не дополнить его и современным комфортом, современными техническими достижениями. Надо сказать, что ряд работ, вот цикл «Наша деревня», он как раз наполнен вот этими современными приметами. Почтальон, который стоит рядом с бабушками в совершенно традиционных каких-то одеждах, там, велосипед у мальчика, который там катится по улицам деревни. И это все не противоречит вот этому традиционному укладу, а является какой-то его такой частью. Ну и хочу отметить еще такую сторону творчества Равиля Загидуллина. Это его работы в технике и в жанре шамаиля, традиционного для татар жанра, который перестал развиваться в советский период, да, но Равиль Загидуллин работает в традиционной технике живописи на стекле, которая была очень распространена вот в татарских домах, и в городских, и в сельских. И у него есть шамаили как бы двух, скажем так, видов. Собственно, шамаили, то есть изречения из Корана, которые сопровождаются какими-то изображениями мусульманских святынь, мечети и так далее. Да, то есть это самый традиционный шамаиль, вы их увидите в следующем зале. И в то же время есть шамаили, которые, даже их нельзя, наверное, назвать шамаилями, а такие панно выполнены в этой традиционной технике, чисто орнаментальные, воспроизводящие узоры татарского декоративно-прикладного искусства и как бы воспроизводящие и общевосточные такие узоры, создавая такие декоративные панно, которые призваны украшать наши интерьеры. Так, ну, родился в Казани, как бы, но была связь с деревней, так как у родителей долго не было квартиры, они снимали жилье, даже, по-моему, даже дом сохранился где-то там, в Чино, где-то вот в той стороне, в Волге, да? И нас отвезли в деревню, мы там какое-то время, ну, совсем маленький еще, так даже смутно, даже не помню. Ну, бабушка, в общем, нас смотрела там, в деревне. Потом родители получили квартиру, ну, это, наверное, первые хрущевки, наверное, были, панельные. И вот, в общем-то, стали жить в комфорте, как бы, да. Ну, дети все рисуют, как бы, я тоже, как бы, что-то там с карандашом ходил, что-то рисовал, под столом там еще, года 3, может быть, было. А так как в Советском Союзе все-таки это поощрялось как-то, особенно в детских садах, как там были программы свои, и лепка там была, и рисование, и как-то все это пошло, начал рисовать. Просто рисовал как, ну, просто дети рисуют, да, там, ну, кино посмотрел, там, 4 танкисты, собак, там, про войну что-то там рисовал, и как бы я рисовал, и у меня просили там эти товарищи по детскому саду рисовать, я тоже что-то рисовал, какие-то мотоциклы, каких-то танкистов каких-то там, уже там в школе то же самое, ну, это как бы тоже там, ну, по фильмам, и особенно меня поразили фильмы про индейцев, довольно я еще в дошкольном возрасте ходили мы в кинотеатр, это серия фильмов таких, ФРГ, по-моему, да. Там, по-моему, Гойко Мич мелькает, еще в таких в эпизодических ролях. Но очень такая яркая культура, там перья, там все, апачи, там, Сиу, Дакота, прочее. Тоже. И мы еще, кроме рисовали, лепили из пластилина. Вот пластилин изобрел какой-то американец, да, и оказывается, это было вообще распространено в Советском Союзе. Многие дети лепили из пластилина солдатиков там разных. Вот у меня были индейцы, потом это все по мере изучения истории были, ну, восстание Спартака, там что-то по иллюстрациям смотрели, древний мир какие-то там были. Потом я прочитал книжку про Александра Македонского, пошли там Александр Македонский, там, ну, в костюмах. Ну, я еще
вспоминая, я пытался пропорции передать человеку, как бы, чтобы не было какие-то головастики, а именно уже, ну, будучи немножко уже не совсем маленьким уже, даже там младший школьный возраст. Да. Мы там еще подключился весь двор, там мы делали, ну, из жести вырезали щиты, там сабли, там копья, там, ну, какие-то доспехи, там шлемы делали. Крепость даже была глиняная, там лепили. Ну, глину у нас постоянно в советское время что-то копали постоянно. То траншею какую-то выкопают, что-то проложат, то опять закопают, то опять откопают. И постоянно как бы двор был перекопан, какие-то там стройки, везде этой глины, в общем, было много. А в городе-то дети не заняты, как вот деревенские дети, некогда они все там поработанных гоняют там за сеном, еще куда-то, за дровами. Свободного времени много, и все что-то там делали, какие-то там черепушки отливали из олова, какие-то там, вот восторг вызывал, какие-то танки делали из глины, что-то постоянно, ну, во дворе какие-то мальчишки что-то придумали, какие-то пистолеты отливали там, из свинца, олова какие-то. Ну, все, много что делали сами. То есть и во дворе тоже многие лепили каких-то солдатиков тоже. И мы так сражения устраивали там. Целые у нас были свои правила. Было даже это духовое ружье, там иголка на поролоне, мы так стреляли. И как бы, такая была, ну, войнушка такая, в общем, игрушечная. Нет, я рисовал, и я потом переключился на рисование туши ученическим пером. У меня был троюродный брат, он тоже, ну, все у нас рисовали как-то, и он как-то вот тоже придумал какие-то истории, каких-то вымышленные какие-то государства, какие-то рыцари там. Он рисовал ученическим пером таким металлическим и чернилами. И я тоже как бы не карандашами рисовал, а вот уже перешел именно на такое рисование, как бы чисто контурное такое, графическое. А потом, когда я уже учусь, узнал, вот такая руку укрепляет руку, вот такая твердый материал. Не просто там цветные карандаши какие-то или просто графический карандаш, а именно такое ученическое металлическое перо, чернила черное или тушь, потом на тушь перешел. А потом уже к 10 класс уже надо куда-то меня идти, ну, поступать, что-то делать как-то, а мне в голове не пусто, ничего нет, я не знаю, кем быть. У меня мама взяла все мои рисунки, и у нас внизу жили Салимжановы, Хаким Абы, Галиапа, это родители нашего режиссера Масыля Салимжанова, они на 3-м этаже жили. Ну, актерская семья такая, ну, как бы дружили, как бы. Ну, мама помогала там по хозяйству иногда. Там. Отец тоже как бы очень был с Хаким Абы. Она отнесла вот, Галиапара, это мои рисунки. Мне нужно было как-то с натуры. Я с натуры вообще не рисовал, да, ну, вообще, только от себя. И нужно было все-таки научиться рисовать гипсы, там, натюрморты, там просто, ну, экзаменационный там рисунок живопись, композиции, рисунок там гипс обычно нужно нарисовать как-то с натуры, это натюрморт какой-то там, кувшинчик или что-то, ну, нужно как-то поступать. Да, и я вот полгода ходил в семье Рогожиных, и Рада Нигматульна, она, по-моему, племянница была, вот, родственница, да. И вот я ходил, они меня там готовили к поступлению. Там был у них студент жил один, Киргизов фамилия, он, по-моему, Чувашин был. И он как бы мне ставил натюрморты, как-то консультировал. Гипсы там приносили девочки, там Марина и Белла, дочери вот, Рады Нигматульна и Рогожина Виктора. Я гипсы рисовал и как-то вот, ну, забыл, что так улица, в общем. То есть очень так напряженно так это все было. Ну и потом экзамены, в принципе, я прошел, как-то даже, я помню, оценки, по-моему, 4 по рисунку, по-моему, 3 по рисунку, 4 по живописи, 5 по композиции, по-моему, вот так было. А что интересно, все как-то расслабились, некоторые, многие сдали специальные, и уже как-то там, по-моему, сочинение, история была, да. И многие как-то это все, ну, не поступили из-за того, что так прохладно отнеслись к другим предметам. А я как, ну, история как-то интересовался, а у нас директор был Кузьмин, у него фамилия, он был историк, оказывается. И что-то там мне как раз этот вопрос попался, там какие-то полости, печенеги, там вот этот период домонгольский, что-то там, я что-то там говорил, там, ему очень, видимо, понравилось, что кто-то что-то ориентируется, немножко там что-то разбирается.
И, по-моему, я 5 получил. Может быть, из-за этой пятерки я и поступил, потому что конкурс был большой, и 5 человек на место, по-моему, было. Ну, там уже началось вот это именно натура, с натуры. А у меня еще друг детства был, Ренат Исамбет, он тоже как бы сын, внук, сын Прозат Исамбета, тоже режиссер, и внук нашего Гаянека Исамбета, да. Он в художественную школу ходил, он что-то какие-то этюды мне показывал там, ну, какой-то наляпанный там акварель, я что-то мне как-то это неинтересно было в подростковом возрасте, я там индейцев рисовал, там какие-то баталии, рыцари, там, война какая-то, вот это интересно, а что там, какие-то пейзажи, там, все как-то, ну, не совсем. Но потом это все как-то затянуло, когда уже учишься, работаешь с натурой, там натюрморты ставят как-то. Ну, у меня так пошло как-то нормально все как-то, и особо не ругали меня. Рисунок послабее было как-то, ну, более-менее. Потом после первого курса в армию забрали на 2 года, потом я вернулся, потом доучился и закончил. И 3 раза ездил в Сурыковске поступать так, ну, чисто формально просто. Я особо уж не стремился, честно говоря, поступить. Просто как-то интересно, так поездил, там, порисуешь, там, пообщаешься с людьми, там, по Москве, там, по выставкам, там, краски купишь, тем более у нас дефицит был в свое время, трудно было там краски купить, если там еще завозили, там у нас на улице Дзержинского был салон, там все сгребали, там, кто услышит, что там краска завезли, все бегом туда, и ничего не оставалось иногда просто. Поэтому вот ездили в Москву покупать краски, кисточки, там, прочее. Так как я историей увлекался, вот, именно вот какой-то экзотической частью, там костюмы такие вот необычные, красочные, там знамена, гербы, там все такое. Это же в учебниках там средних веков, история древнего мира, там, ну, иллюстрации современных художников там были по этим историческим темам. Это очень как-то привлекало именно какие-то сюжеты, войны какие-то там, доспехи. Ну, дети же интересуются рыцарем. Вот сейчас эти же есть, эти, как его, реконструкторы, они почему-то все реконструируют именно западных рыцарей, там, как-то, видимо, это более привлекательно, что ли, не знаю. Поэтому все этим увлекаются, и я как бы, ну, по ходу жизни уж начал интересоваться своей историей, там, булгарский период. Ну, тогда как-то ничего не было такого, ну, как вот войны выглядели, как бы, нет информации. Там в музее были какие-то там ржавые предметы, а такой реконструкции, что как выглядело вообще, ну, сложно было. Приходилось просто придумывать, сочинять какие-то там костюмы даже. Потом как-то началась уже перестроечная, уж конец 80-х, какие-то книжки стали выходить уже потихоньку по костюмам, по истории, и как-то все стало попроще немножко в этом смысле. Какие-то сюжеты, там не просто как бы ржавые предметы там на витрине, а и сюжеты, какие-то персонажи исторические. Вот Ибн Фадлана книжка вышла, то есть она как бы не была в советское время, но она где-то, я всегда читал еще книжки, там Харьков, 58 год издания. Все ссылаются на него, а у нас его нет, как бы казалось, что там, какая крамола там. Человек приехал, немножко там рассказал там про жизнь в Волжской Булгарии там, в X веке, и почему-то это как-то не сдавалось у нас, поэтому, ну, по непонятным причинам. Ну, так по ходу жизни я пошел вот по этой теме. Довольно тепло, даже вот старшее поколение, вот я помню, показывал, ну, когда хотел вступить в Союз художников, я принес работы, и там Виктор Рогожин был, выставил работы, и Рогожин сидит, говорит, так мне тепло очень относится. То есть старые такие маститые художники, пожилые уже, ушедшее поколение, да, тогда уже было, наверное, 70-80 лет, которые писали большие работы такие, натюрморты большие. Они, ну, отнеслись очень хорошо. И там как-то, там и я здесь, и в Москве, видимо, легко прошел. У меня всего были 2 выставки, там было положено в советское время 4 выставки крупные, или всесоюзные, всероссийские. У меня была одна всесоюзная 86 года, и всероссийская 90-й год, по-моему, там всесоюзная, это была молодежная, там нашумев, когда уже авангард пошел уже как-то. А в этом 90-м году была выставка автономных республик и областей.
И мою работу на обложку журнала «Художник» напечатали. Видимо, там заметили, и, может быть, так я там прошел как бы легко, может быть, тоже повлияло то, что я участвовал в этой выставке именно, и что как-то там заметили. И что интересно, все работы купили. Вот тогда была такая политика. Вот в 86 году у меня триптих Сабантуй, вот я здесь, ну, похожий где-то вот подход был. Но главное, ничего не было, ни квартиры было, ни мастерской. Я там в трущобе, там вот такое окошко было маленькое, я около окошка написал, там Сабантуй, тема. И вот в 86 году их купили. И вот Всероссийская автономных рисунок, там тоже две работы, и обе купили, вот, которые на обложку напечатали. Как-то, ну, необычно же, ты только начинаешь, и тебе уже в Москве работу купили. Там какие-то две организации, Всесоюзное общество передвижных выставок и какая-то еще две, не знаю, и вот они где-то там, где-то в запасниках, может быть, пылятся где-то, не знаю. Хочу добавить, что рекомендацию Союз художников Равилю Загидуллину дали такие мэтры, как, с одной стороны, Борис Майоров, это его преподаватель, и Бакир Маче, наш патриарх изобразительного искусства. Да. Расскажите, пожалуйста, как нарисовать историческую картину? Какие есть техники, особенности? Может, там краски какие-то специально подбирать? Как это сделать? Да так, ну, ничего сложного-то нет, в общем. Просто нужно фигуру расставить как надо, понимаете? Вот, главный персонаж. Это, ну, законы композиции. Центр, второстепенные какие-то вещи. Ну, потому что я вот как-то я с детства рисовал так выяснится, что я просто с детства рисовал композиции, именно композиции, сюжеты, люди, как-то вот так. И, видимо, у меня просто, так как я не рисовал с натуры, натура ведь как? Кто-то тебе поставит натюрморт, допустим, преподавать, а здесь я сам придумал все сюжеты и сам как-то организовывал, видимо, да. Просто у меня очень много рисунков, они, главное, сохранились у меня там в сундуке. Там 7 класс, там начальные классы, там эти рисунки, они все сохранились. Я просто рисовал какие-то вот такие именно сюжетные композиции, даже такие там, ну там это пьяная драка в баре, там какие-то ковбои, пьяная стрельба какая-то. Вот. То есть по впечатлениям этих фильмов про индейцев, да, там вечно какие-то потасовки, вечно они там набьются и что-то стреляют. Вот эти фильмы, они тоже как-то влияли еще там. Влияли еще советские фильмы, вот такие исторические. Был такой фильм «Король Лир», такой советский, очень такой суровый такой, ну, черно-белый, такая суровая такая атмосфера, средние века такая мрачная, очень такая. Там рыцари, что-то там, конфликт у них вечно. Тоже вот производили впечатление. И даже вот фильм «Начало», он как бы такой, не про средние века, но там такие вставки, как бы там персонаж. Жанну Дарк играет. Там такие вставки, такие исторические, они как-то вот сделали хорошо, даже вроде фильм как бы не о том, а как бы они как фильм снимают. И там они тоже вот передали вот эту средневековую такую, довольно мрачноватую такую атмосферу. Такие вставочки такие были, они тоже как бы. Я лепил именно вот таких этих рыцарей именно той эпохи, Столетней войны, тоже был период. Потом уже потихоньку вот на Булга перешел, там у меня уже были, под конец уже, я уже, ну, рисовал, лепил эти именно булгарских солдатиков таких маленьких, там, крепость там у меня была, там даже мироед был, такой тоже из картона я там склеил как-то. Даже пушка была стреляющая, потому что я уж не буду рассказывать, как она стреляла. А родители тоже были творческие люди, да? Нет, они простые люди, завод, фабрика. Ну, родились в деревне, как бы переехали в город, как вот обычно. Ну, как вот в город же переезжают люди и мучаются без квартиры. Вот у них тоже такая история была.